Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас будет достаточно интересный выпуск. Во-первых, потому что он касается каждого, потому что мы ежедневно пользуемся различной бытовой химией и на кухне, для стирки, для ванной комнаты и так далее. Но, во-вторых, дело в том, что та продукция, которую мы сегодня посмотрим, она сделана у нас, сделана в Якутии. И давайте представим нашу героиню Марьяна Бурнашова, химик-предприниматель. Марьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я уже немножко рассказал, что мы сегодня говорим о бытовой химии, которая произведена именно у нас в Якутске. Можете рассказать, с чего все начиналось и вот начиналось, чем занимаетесь сейчас? Сейчас очень примитивно, наверное. Пандемия, дома сидели все. Я стала вот смотреть. Всегда интересовалась экологичной бытовой химией. И вдруг узнала, что есть курс обучающий, да, как делать бытовую химию дома. И купила курс, стала изучать, оказывается, это так просто. И подумала, что почему бы и нет, дома буду варить, и сама пользоваться. Рассказала в соцсетях, как обычно, да, показывала процессы, и вдруг стали поступать, хотели бы приобрести, да, заказы, можно сказать. Я с удовольствием, конечно, остатки всегда стала больше делать, да, и вот своим друзьям, однокурсникам, да, химикам реализовывать, И потом, так пошло-поехало, и в ноябре 22 года я уже поучаствовала первый раз на ярмарке. Конечно, было очень волнительно. Первый раз в широкие массы. Я не спала, клеила всю ночь этикетки, разливала. И, конечно, очень боялась, как воспримут люди. Но я столько теплых слов услышала от наших горожан, да, от нашего народа, да, можно сказать, что я зажглась. И вот стала производить, производить на продажу, массово, можно сказать. Сняла потом цех, я закупила сырьем, тарой, и вот начала так производить. В 23 году открыла точку в июне в ТЦ «Проспект». Поработала очень хорошо, так, точку очень любили, всех отправляла туда, потому что доставками иногда были проблемы, сбои. Вот, она мне очень помогала, точка продаж. Потом родила. Ушла в декрет, и как-то стала не справляться, и поэтому пришлось закрыть. Получается, в 24 году, в мае закрыла. Потом решила, что если заказы были, те, кто пользуется, всегда звонили, и я им доставляла, работала втихаря, рекламу не пускала, вот, и решила пока сидела дома, запустить цех, нашла предприятие, которое доставляет оборудование, да, продает оборудование. Вот, закупилась у них оборудованием, закупилась рецептами, изучила состав всех рецептов, да, выбрала самые лучшие, которые безопасные и экологические с точки зрения тоже, отбирала, да, смотря каждый реагент. Вот, и вот уже скоро буду в магазинах. Вообще, друзья, да, вы обратили внимание, что мы сейчас услышали целую такую историю, которая поистине захватывает. То есть, когда человек именно с увлечения, да, то есть, да, действительно, в пандемию мы все сидели дома, и вы нашли свое дело, да, которое сейчас уже развивается, и мы находимся реально в цехе, цех, который находится на территории опережающего развития, да, в Галасах. И хотелось бы задать вопрос. Кстати, Марьяна, немножко, вы говорите, что рецепт, который вы первый раз решили попробовать, он легкий, да, как будто бы. Но на самом деле Марьяна химик по образованию, поэтому, скорее всего, для вас это легко оказалось. Может быть, легко, но имеется в виду сегодня, да, будем готовить гель для стирки. Рецептура,
Да, легкая. Главное выдерживать определенную температуру воды, перемешивать тоже определенное количество времени, да, чтобы весь компонент среагировал с водой, потом с последующими реагентами. Вода особой очистки, у меня обратный осмос, да. То есть система очистки у вас прямо находится здесь, то есть Да. вы дополнительно еще очищаете воду? Да, обязательно. А почему это важно, чтобы не было каких-то примесей, да? Да, и примесей, и чтобы компоненты работали как бы максимально эффективно. Справляясь с загрязнениями, можно сказать, да? Вот. Это самая главная часть в производстве. Ну да, действительно, средств. потому что, допустим, в зависимости от сезона вода меняет свои свойства, да, и это будет также влиять на качество конечный продукт, продукта. на качество. Да. Вот. Вода нагревается, поступает в реактор, набираем определенное количество воды. Потом через у меня тут электростат специальный, да, поставили. Я думала, обойдусь без них. Ну, как-то комнатная горячая вода подойдет мне, но оказывается, все-таки горячая вода не соответствует тому качеству, которое мне необходимо. И я решила поставить электростат специальный, да, который через прокачку нагревает воду. Вот. Насос поставили специальный, который качает. И вот нагревается. И в течение 2 часов реактор уже вот 40-50 градусов нагревается. Ну, вообще, смотришь, я как бы смотрю на все, что здесь находится, да, то есть и сложно представить, что буквально 5 лет назад вам как бы пришла идея, вы взяли, решили сделать для себя, да, моющее средство. Да, я иногда думаю, что вот неужели это происходит со мной? Я этого не планировала, как-то само собой вот так вот идет. Я, конечно, рада этому очень. Может, это мое призвание, может, из-за этого так кажется. Но, конечно, и бывают трудности, да, но они решаемы. Конечно, главное не торопиться, вовремя все как-то вот так вот решается. И вот теперь вот есть такое производство наше. Ну что, давайте начнем. Кстати, хотелось бы отметить, что действительно вот еще есть такое свидетельство, да, называется «Сделано в Якутии». Это сертифицируется именно предприятия, которые производят в Якутии. Ассоциация наша «Сделано в Якутии» помогает нашим местным производствам получать такое свидетельство, что подтверждает, что это здесь, в Якутске, производится. Так, ну что, сейчас давайте приступим к практике. Сейчас мы будем делать... Гель для стирки. Гель для стирки. Универсальный. Скоро будет в продаже в магазинах. Хорошо. Испытано на себе. Так, Руслан, нужны перчатки, так как средства концентрированные, могут раздражать кожу рук. Да? При рецептуре мы используем определенное количество, которое не должно превышать, рецептуру. Рецептуру, да. И очень строго придерживаемся рецептуры. Вот. Сейчас мы... Такие красивые желтые перчатки. Сейчас мы основной компонент работающий, да, поверхностно-активное вещество, которое помогает именно справляться с грязью, да, именно отделять грязь от одежды. Вот, будем погружать в еврореактор. Так, давайте, что нужно делать? Вот, начнем с ведра. Мы снимем, чтобы удобно было, да, а так я закрываю крышкой, чтобы там пыль не попала. Вот. Так, у нас сейчас там нагретая вода, да? Да. Получается? Вода 40-50 градусов. Берем ведро и погружаем. Как бы выливаю, да? Да, вот выливаете. Вот медленно. Я сегодня стажер, первый раз. Так, все. Убираем. Сейчас включим реактор. О, я люблю нажимать на кнопки. Давайте-ка. На какую кнопку надо нажать? Вот сюда. Так, красная. Зеленый. Зеленый вот это, да? Все, началось перемешивание, да? Да.
процесс пошел. Так, ну-ка. И сколько И длится процесс? 25 минут. 25. Засекаем время. Угу. Еще надо налить вот это. Это получается Вот это не добавляем. не вместилось сюда. Ого! Да, да. Ничего себе. О, Большие. Надо вот так это- надо тогда черпачком. Вот черпачком, да. Ну это серьезно, это уже такой промышленный масштаб. Да. Основной компонент, его много всегда бывает. Ага. Так. Не все так просто. Ага. Вы уже отметили, что у вас упор идет на экологичность, а вообще не вся бытовая химия, она экологичная, да? То есть... Да, получается, да. Я вот покупала рецептуры, очень много рецептур специально продается на Авито, просто так. Ага. И Просто даже по объявлению, да? Да, и изучив компоненты, я поняла, что некоторые производители используют очень агрессивные, сильные синтетические поверхностные активные вещества, чтобы уменьшить расход сырья. Получается. Вот у нас получается вот так много, да? А они там используют, например, 10 килограмм, одно ведро на как. То есть, Да. грубо говоря, если бы мы не были за экологичность, Да, просто ну, можно было бы одно ведро добавить сюда И все. и готово. Да, и готово. Можно было бы так сделать, но так как я пользуюсь этим сама, у меня ребенок средний аллергик, поэтому мне это очень важно. И изучив очень много рецептур, выбрала самый необходимый, да, который безопасный. Сейчас поверхностно-активные вещества уже делают синтетические, экологичные. Раньше делали синтетические активные поверхностные вещества из отходов нефтепереработки. А они имели очень большую такую цепочку и были агрессивные, да, они. Есть. Они до сих пор есть, конечно, агрессивные. За счет своей вот этой большой цепочки они не разлагаются, они очень устойчивые, они плохо смываются с одежды, с посуды. То есть они удаляют грязь, но сами по себе еще остаются на поверхности. Да. Даже когда ополаскиваешь, она остается. И как бы через поверхность руки, через продукты питания она попадает в наш организм и, конечно же, несет не очень хорошие последствия. Точно. Я слышал про исследование, одно популярное моющее средство, да, чтобы его окончательно смыть, нужно 40 раз помыть тарелку еще, проточной водой. Да. То есть она как бы чистая, но налет вот самого средства, он остается. Да. А получается, что если экологичный, это понятно, что если он выходит дальше, допустим, в канализацию, попадает в водоем, то приносит как бы вред. Вред окружающим. А если короткая цепочка, я правильно понимаю, что он разлагается? Быстрее. Через 2-3 дня она уже разлагается, и от него ничего не остается. Все, понял. Так. Такой процесс такой, долгий. Она вообще не пахнет, да? Кстати, вообще, да. Я что-то... Я думал, мы сегодня будем, чувствовать, химией заниматься, да. Тут даже без запаха. Да, она без запаха. И готовая продукция тоже без запаха, получается. Да. Я в гель для стирки решила добавить отдушку специальную тоже, имеет хороший сертификат. Вот, запах озона заказала, чтобы он легкий, она будет легкий совсем. Полностью. Конечно, в самой таре она пахнет, а после стирки одежда просто легкий такой освежающий запах имеет. Потому что все равно как-то хочется, когда загружаешь в стиральную машину, чем-то пахло, оказывается. Потому что до этого я делала без запаха, и мне как-то не хватало вот аромата маленького, чуть-чуть. Но мы привыкли, кстати, да, у нас же вот эти порошки, допустим, стиральные. Они-то да. Иногда бывает такое, что прямо
Он, может, вещь уже грязная, но она до сих пор пахнет альпийской свежестью. Да. Ты же такой грязный ходишь, ну вроде нормально. Да? То есть, это такой обманчивый, получается, момент тоже. Да. И ждем. Так, и теперь ожидаем. Испытано на себе. Итак, время загружать следующий ингредиент. Буквально скоро закончится, истечет то время, которое, да, перемешивается у нас компонент в реакторе. И сейчас мы завешиваем, да, получается? Да, завешиваем компонент, который умягчает воду. Если вдруг туда попала там такая жесткость, кальций, железосодержащие ионы, да, и он как бы смягчает вот этот процесс. Так, смягчитель воды, получается. Да, смягчитель воды. Руслан, возьмите. Так, хорошо. Совок. Откуда берем? Вот. Отсюда, да? Так, тару обновляем, да? Это Да, буква Т, да? Буква Т. Так. И 10 килограмм. 10 килограмм. Да. Так, это у нас 6. Ну, все. Опа. Ровно. Так, ровно 4 килограмма. И ждем, пока она полностью растворится. Ну, где-то 10-15 минут. И потом следующий компонент. Так. Все. Засекаем время. Через минут 10 проверяем. И сейчас будем готовить следующий компонент, да? Да. Цитрат натрия. Так, следующий компонент у нас цитрат натрия, да? Нужно 20 килограмм. Да. Что он делает? Он участвует как комплексообразователь и как тоже как умягчитель воды. Это получается соль лимонной кислоты. Да. Он также в пищевой промышленности используется, да? Да, и в продуктах обычно его пишут Е331. Соль лимонной кислоты. То есть его можно прямо как попробовать, да? Или это... Нет, лучше не надо. Лучше не надо. Как будто как соль. Так. Оп. Ой. Ну ладно. Ничего. 2 грамма погрешности. Так, у нас время еще не подошло, да, туда? Да, можно. Уже можно. Уже можно засыпать. Так. И потом пойдет жидкий компонент. Подождем еще 10 минут. Так, это у нас первое ведро, 10. И еще надо такое же, да? Да. Так. Все, ждем 20 минут. 20 минут. Сколько? 20 минут. Так, ну что, сейчас, как видите, процесс такой достаточно продолжительный по времени. Каждый компонент должен перемешаться, да, хорошо. И получается всего где-то около 7, да, компонентов. И в конце мы посмотрим финальный результат. Я сегодня отдыхаю. Я сегодня отдыхаю. Руководитель. Так, следующий компонент у нас. Это второй активный компонент. Неиногенный ПАВ. Жидкий. Да, жидкий, да, который будет тоже справляться с биологическими загрязнениями. Так, и всю вот это, весь объем нужно туда залить? Да, весь объем туда заливаем. Так. Опа.
Павы бывают разные, очень разновидность их очень большая, да. Некоторые павы используют в медицине, например, как транспортировщик лекарства к опухоли. Знали, да? Нет. Вот, поверхностные активные вещества, разнообразие их очень много. Вот. Один поверхностно-активное вещество использую я как антибактериальное средство, в жидком мыле буду использовать. Вот. ПАВ это как расшифровывается? Поверхностно-активное вещество. Это то, что моет, да, получается? Да, моет. Самый основной работающий компонент. Тоже такой почти без запаха. Да, она без запаха, но консистенция совсем другая, чем первая. Да. Жидковатая. Его используют в косметике, в шампунях, в геле для душа. Ну, я планирую тоже в скором времени. То есть, в принципе, имея определенный набор ингредиентов, можно делать разные средства. Да. Там главное соблюдать рецептуру, да, которая подойдет для определенного продукта. Вот. Добавлять специальные компоненты, которые будут, например, для геля, для душа. Там есть смягчающие кожу, да, там ухаживающие компоненты добавляются, например, да. Вот. Можно спокойно, используя те же продукты, вот эти, которые используют для геля для стирки, произвести шампунь, гель для душа. Так, ну сейчас уже в бочке осталось поменьше средства. Сейчас мы его таким образом аккуратненько, чтобы не выскользнуло. Кстати, да, уровень повышается. Мы же заливаем туда объем жидкий. Уже, смотрите, 950 литров. 40 где-то. Так, все, еще один компонент добавили. И ждем 10 минут. Также 10 минут и потом продолжим. Сюда. Так, и следующий у нас ингредиент это? Карбамид. Карбамид. AB называется. Ну, по-простому, химическое название. Еще одно химическое название мочевина. Упрощенная такая. Сколько нужно килограмм? 30 килограмм. 30 килограмм. Ой. Так. Ой. Лучше так. Так, это у нас 9, да, вышло килограмм? Да, 9. 9 килограмм. Испытано на себе. Так, у нас сейчас, да, следующий ингредиент. Ингредиент – это у нас консервант. Жидкие средства по требованиям санэпидстанции должны содержать консервант, чтобы они не портились и там не росли грибки, например, да? Вот. Наш консервант, он косметический, закупается в вот таких тарах. Я закупаю с Питера. Имеет такую тягучую, ну, жидкую свойство, можно сказать, физически. И нужна определенная граммовка, да? Граммовка. У нас тут консервант 0,5, значит 500 грамм. Поставили тару, обнулили.
Ой, перешли. Мгм. Чтоб точно. По грамму. Да, как положено. Положенное. Вот так, Так. 500. Все. Есть. И туда. Туда заливаем, да? Выливаем. А, крышка открыта. Ага. Так как жидкое, оно быстро растворяется. Ждем Перемешивается. где-то, оно перемешивается 10, ну, максимум 10 минут можно подождать. Мгм, мгм. Друзья, обратите внимание, у нас уже на начале уровень где-то был здесь, да? Да, Где-то 800. 800. И сейчас уже в процессе нашей программы, видите, у нас вообще сегодняшний выпуск такой. Мы с вами находимся на, можно сказать, производстве уже промышленного масштаба, да, потому что около тонны, да, Да. выйдет, 1000 литров готового продукта. И все это мы производим прямо здесь, можно практически в прямом эфире. Да, Да. в прямом И эфире. вот уже потихоньку подходим к завершению финальной части, когда мы уже Осталось увидим только два готовый компонента. продукт. И Мгм. все. Сейчас взвесим. Будем использовать пищевую соль для густоты, Мгм. чтобы жидкость приобрела гелеобразную форму. Ну, она не такая густая будет, но она гелеобразная будет такая. Мгм. Мгм. Ну, я правильно понимаю, что вот, допустим, в моющих средствах, гелях, да, для стирки, вот чем как бы часто используются, например, специальные загустители, да? Да, То есть это чтобы тоже лишняя химия получается. Лишняя химия. Ну, я считаю лишняя химия, поэтому я не использую их и просто использую соль для того, чтобы вот То есть она улучшить. делает то же самое. Ага, да. Хорошо. Чтобы не было лишних вредных веществ, можно сказать. Так, друзья, смотрите. 20 Очень килограмм необычно, соли. да? Обычная пищевая соль. Соль. Нужно сколько? 20 килограмм. 20 килограмм. Все, обнулили тару. Высыпаем. Да, И до ждем. последней крупинки. Ждем. Так, это последний ингредиент у нас, да? Добавим. Нет, осталась отдушка и перламутр, Перламутр. который придаст белый цвет. Так, ну что, дадим соли раствориться, перемешаться и выходим на финишную прямую. Да. Сейчас вот возьмем отдушку, наш озон, подготовим, взвесим определенное количество, которое нужно для нашего объема. Тут нам нужно 300 грамм. 300 грамм. Обнуляем тару. Новая бутылка совсем. Очень хорошего качества. Французские они все. Французские? Да. Родина духов, да? Да. Так, 300. Ну, чуть больше, ничего. Я даже тут подумала, может, духами заняться. О, Очень приятный, да? концентрированный, ага, приятный. И, по-моему, это самый маленький объем из всех ингредиентов, да? Да. Концентрат 300 из-за грамм. этого, да. Так, уже можно залить, да? Можно. Давайте зальем. Аккуратно берем. И потом последний компонент останется. Заливаем и придаем запах, приятный запах нашему гелю для стирки. Хотя и без него он приятно пахнет. Да, кстати, вот никаких таких вот. Просто это для Ага. улучшения.
Так, есть. Ага, все, можно. Да, на раковину. Ага. Перчатки не одели. Я, кстати, забыл про перчатки, но в целом Я тоже сейчас буду свежестью пахнуть, концентрированной. Ага. Никаких фиксаторов не добавляем. Фиксатор это что такое? Фиксатор запаха они добавляют для того, чтобы аромат держался очень долго. Ага. И она не смывается. Вот говорите же, рассказывали, что да, с ним как будто бы даже грязная одежда пахнет. Чисто, да? Чистой, да. Все. Она очень плохо влияет на эндокринную систему, фиксатор вот этого запаха. И, не очень хорошо его добавлять. Поэтому я исключила его. Лучше вот так вот. Сейчас посмотрим. И в целом, получается, вы уже на своем опыте, да? То есть сначала испробовали то, что именно не вот в таких сразу больших объемах и по рецептуре, а именно с небольших, да? Вот как-то таких. У меня вот как раз маленький реактор. Вот для проб. Маленький, тут 50 литров, да? В нем я попробовала, как будет себя вести гель для стирки. И добавила, сперва без запаха делала, и в результате использования решила, что все-таки хочется, когда загружаешь белье в стиралку, чем-то пахло. Кажется, это, наверное, привычка или что, но вот прям хотелось мне, вот без запаха как-то не очень, кажется. И вот, те, кто покупали, поддержали, пробную партию все равно продала девчонкам, своим знакомым, да, и они поддержали, они сказали, надо еще больше добавить. Это на любителей, конечно, но я решила, что по рецептуре будет все. По стандарту. По стандарту, да. Хорошо. Так. Так, и перламутр подготовим. Уже консистенция стала более густая. И скоро загрузим перламутр. То есть сейчас вот если посмотреть, например, да, сам вот гель, он прозрачный, а перламутр придаст ему такой, он придает оттенок, да? Да, белый. Белый оттенок, перламутровый. Перламутровый, будет такой переливающийся. Испытано на себе. У нас последний компонент – это перламутр. Мы специально принесли в ведерке. Она у нас находится в синей бочке на улице. Прям как взбитые сливки, да? Да, взбитые сливки. Он густой такой. И она придаст такой белый и мерцающий цвет, переливающийся. Нужно 300, да? Да, 300 грамм. Чуть побольше, ничего. Так, добавим. Пойдемте. Перламутр. Так, да? Такой густой. Да, по виду как будто крем для торта, да? Да. Кстати, скорее всего, вот была же такая информация про, как снимают рекламные ролики, да, используют далеко не те продукты, которые, да, а именно, да? вот, допустим, это точно подошло, симпатично смотрится, блестит, для рекламы уже точно пошло. Но здесь он выполняет роль такого, придает окрас и перламутровый. Сейчас посмотрим. Должен перемешаться. Так, тоже. Все, процесс почти уже готов. Вы включили, Руслан, теперь я отключу реактор. Вы отключаете. Итак, отключаем реактор. Вот эта кнопка, да? Да, красная кнопка. Так, нажимаем. Все, ничего сложного. И теперь переходим уже к розливу. Для этого мы открываем нижний кран. Нижний кран. Отсюда.
помочь? Ой, А, все, всё, все справилась. Угу. Вот уже пошло. Угу. Включаем наш аппарат для розлива. Берем нашу тару, Угу. вставляем, потом взвесим. А вот обратите внимание, здесь поршень заходит и выдавливает нужный объем геля. То есть с понижением температуры он становится гуще, да? Гуще, да. Ну и до завтра созреет. Оставим. Да, у нас как бы рамки нашей съемки, да, не позволяют нам еще приехать завтра, тем более это достаточно удалено, да, от города, поэтому сегодня вот мы вот эту партию покажем. Ага. Это 500 он за один раз делает, да? Нет, это литр. На литр Это он литр. настроен. А, это 2-литровая? 2-литровая тара. Все, понял. Сейчас обновим там тару и взвесим заодно. Ну, наверное, больше. Да? Чувствую, да. И спокойная работа. Можно сидеть, вставлять и так нажимать. Главное настроить правильно. Так. Идемте на весы. Так, тару снова обнуляем, да? Да, поставьте тару на всякий случай. Да, она по нулю? обнуленная, все. Да, можно. Хорошо. Во, уже О, больше. Вот. Ну, значит, чуть-чуть поменьше надо сделать. Вот так вот. Но это вы прибавили на 0,5. вторую, Ага. тогда надо на половину, Половину, наверное, да. Где-то так Где-то. снизить. Мгм. Так, ну что, друзья, как видите, сегодня, можно сказать, у нас по объему произведенной продукции, наверное, самый рекордный выпуск, потому что мы произвели тонну геля для стирки. И, соответственно, как вы видели, все этапы, это достаточно действительно такой трудоемкий труд. То есть это... Физический труд. Да, физически, хоть и можно, конечно, ведра там меньше делать, да, но тем не менее, это объем достаточно большой. Это мы с 800 литров дошли до Почти. 1000 почти, да. Ага. Поэтому вот этот объем, 200 килограмм, 150 где-то, да, мы все добавляли вручную. Вот. Ну, хотелось бы поблагодарить Марианну и пожелать вам в лице всех наших местных производителей, да, успехов, чтобы все у вас получалось, и также республика, да, продолжала вас поддерживать, потому что вот когда это сделано своими руками и производством именно здесь, в Якутске, то есть тут уже вы можете, где еще вы можете позвонить, например, и поговорить с самим производителем, да, и предложить сделать предложение, как мы видим, например, да, вот вы говорили, что, допустим, предлагают, может быть, отдушки чуть побольше, да, или еще что-то, то есть в рецептуру тоже можно внести свои какие-то там коррективы, ну и, соответственно, Марианна может это принять к сведению. Да. Да, поэтому спасибо вам большое, друзья. Ну и напоминаю, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч. Пока. Спасибо. Испытано на себе.